Всем доброго времени суток, уважаемые телезрители Сагдийского областного телевидения. В эфире очередной ток-шоу «Мой семейный доктор». И я его ведущий Насим Абдулазуда. Итак, тема на сегодня. Заболевания глаз, проблемы со зрением, симптомы, методы лечения и, конечно же, профилактика. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Какую роль играет глаз вообще в организме человека? Глаз – это важнейший орган зрения. Мы при помощи глаза мы видим окружающий мир. Вот. Для этого мы должны беречь глаза. А вот когда возникает заболевание глаз, это предвиденная вещь или непредвиденная? Само собой, могут ли появляться заболевания глаз или все-таки это рожденные, приобретенные? 21 век – это век технологий, компьютеров, гаджетов, планшетов. И мы обязательно должны соблюдать гигиену зрительного режима 20-20-20. Как это означается? При работе, при чтении должны сделать перерыв на 20 секунд. И вдаль мы должны смотреть 6 метров, 20 футов это называется, вот, глядя вдаль для снимания нагрузки аккомодационного аппарата. Обязательно мы должны соблюдать гигиену зрительного режима. И второе, это для глаза очень огромное значение имеет это питание. Питание сетчатка, потому что для сетчатки надо кислорода, антиоксидантов, вот, приток крови. Вот, поэтому мы должны обязательно делать хорошее питание с богатыми витамин А, витамин Е, витамин С. Для сетчатки это необходимо. Если мы не соблюдаем нормального питания с богатыми витаминами, обязательно приводит к макулярной дегенерации, макулодистрофию и возрастной дистрофии сетчатки. Мы обязательно должны соблюдать режим питания с богатыми витаминами. И третье, это длительное воздействие солнечных лучей может приводить на заболевания катаракту, на заболевание глаукому, синдром сухого глаза. Обязательно мы должны одевать хорошие солнцезащитные с фильтром очки. Скажите, пожалуйста, какие заболевания глаз в последнее время все чаще встречаются на вашей практике? Для развития патологии органа зрения влияют внутренние факторы, внешние факторы и внутриутробные факторы. Внутриутробные факторы во время беременности женщин, когда они переносят много воспалительных процессов, вроде бы грипп, воспаление легких, другие легкие такие заболевания, тоже воздействуют для развития плода и непосредственно органа зрения. А внешние факторы после рождения, как Рана Суановна сказала, воздействие внешних факторов, как солнечных лучей, травма и другие факторы, которые приводящие к нарушению органа зрения, это тоже основные факторы для развития патологии органа зрения. И третье, можно сказать, это возрастные изменения. За счет возрастных изменений нарушение эндокринных нарушений в организме приводит различные нарушения не только в органе зрения, в других органах также влияет и приводит к различным патологиям органа зрения. И последний, как мы уже сказали, это недостатка пищи, недостатка витаминов, приводящих к развитию различных патологий органа зрения. Вот это основные факторы для развития различных патологий органа зрения. В последнее время чаще встречается это нарушение зрения за счет помутнения хрусталика, как называется катаракты. И еще один коварный патология – это повышение внутриглазного давления, глаукомы, что приводит к снижению острота зрительной функции и различные влажные, сухие дистрофические дегенеративные изменения в сетчатке. Это было раньше, сейчас за счет развития научно-технической революции, появления новых диагностических инструментарий или аппаратуры, мы чаще выявляем вот эти патологии в сетчатке. Поэтому якобы в последнее время вот эти патологии чаще встречаются. Спасибо. Вот сказали, давайте расскажем зрителям о детских заболеваниях глаз. Как понять у своего ребенка, что у него существует заболевания детские? Бывает
Ну, когда ребенок в 2-3-летнем возрасте, да, он же не может сказать, да, что у него зрение плохое, да. Когда они смотрят телевизор, они на близком расстоянии уже смотрят телевизор, да, вот. Или вот с наклоном головы, вот так они смотрят вперед наклоном головы. Или же, когда ребенок, например, играет в телефоне или читает или рисует, да, очень на близком расстоянии рисует, да. Вот это первые признаки, да, родителям, да. Они вот в этих случаях должны привести ребенка к офтальмологу, к детскому офтальмологу и посоветоваться, да, проконсультироваться. Бывает, когда и у ребенка все хорошо, да, со зрением проблем нет, бывает, дети, они очень с близкого расстояния смотрят телевизор, поэтому надо сказать, что они смотрели телевизор с 2-3 метров. Вот, не играли в телефон, когда они рисуют или пишут в 4-5-летнем возрасте, чтобы они сидели ровно, не лежа, читали или рисовали, да. Сидя на стуле, они должны читать, писать или рисовать, хотя бы расстояние между глаз хотя бы как минимум 30 сантиметров должно быть, 30-35 сантиметров, да, от глаз. Скажите, пожалуйста, у нас первая инстанция, которая всегда обращается население, это центры здоровья. Как к вам обращаются? Есть ли обращаемость вообще? Или вы выявляете заболевания, когда вы идете, вот, когда у вас есть уже по домам какие-то направления? Многие обращаются в первым звеном, это является семейный врач, к своему участковому врачу. Вот, сейчас вот на данный момент наблюдается много миопии, потому что дети много сидят на гаджетах, компьютерах, на телефоне много играют, да. Поэтому таких миопий много стало, и конъюнктивиты вот приходят. Осматриваем ребенка, после чего перенаправляем потом к офтальмологу. А есть ли такие заболевания, которые семейные врачи тоже могут лечить заболевания? Да, или не конечно, существует? не. Если приходят, да, вот с ОРВИ сопутствующий, как вот идет конъюнктивит, да, лечим сами. Если там идет какой-то осложненный вид, да, мы направляем к офтальмологу. Семейные врачи говорят, что миопии стало много. От чего, почему? Что это за заболевание миопия? Миопия – это близорукость. Вот в последнее время, как мы уже отмечали, вот дети, они очень длительное время сидят на телефоне, на гаджетах, на компьютерах. Вот. Как я сказала вначале, это надо обязательно соблюдать зрительный режим. Я очень обращаюсь к родителям, чтобы не давали телефона, гаджеты детям. Вот. Очень много стало миопии, потому что они без конца сидят на телефоне, зрительная нагрузка на близком расстоянии, который приводит на развитие миопии. Не надо вот, ждать ухудшения зрения. Обязательно каждый год мы должны проводить профилактический осмотр и у детей, и у взрослых. Вот в последнее время очень много стало запущена форма глаукомы и у детей, и у взрослых. Если ребенок рождается с большими глазами, с красивыми глазами, обязательно они должны обращаться к врачу. Это врожденную глаукому мы должны диагностировать в роддоме. Если у новорожденного имеется большие глаза и роговица как голубая, и от нормы большая слезотечение, и ребенок не сможет смотреть на свет, на яркий свет, обязательно они должны обращаться к врачу. Наше лечение зависит от раннего выявления глаукомы. При близорукости, как мы уже вначале тоже сказали, обязательно мы должны сначала посмотреть, там, расширять зрачок, и если имеется спазм, обязательно мы назначаем медриатики для снятия спазма. Если спазм снимается, то мы можем назначать очки. А вначале мы должны обязательно обследовать. Как бы мы сказали, это близорукость одна разновидность аномалии рефракции. Кроме как бы наследственный фактор, действует приобретенные факторы внешней среды. Как мы уже вначале сказали, неправильное использование планшетом, компьютером, телефоном, чтение и занятия, просто обычные занятия. Вот это все контролировать надо
за счет чрезмерной нагрузки зрения приводит к спазму аккомодации. То есть усталость внутриглазных мышц, что в последующем может привести к развитию близорукости. Поэтому я бы попросил родителей или зрителей следить за детьми, работать с компьютером, играть телефоном, играть компьютером, планшетом можно. Это никто не запрещает. Можно, но как мы в школе учимся, да, через каждые 45 минут у нас есть определенный перерыв. Да? Да. Это не только, что переключать от одного занятия предмет на другой предмет, но вот это 5-минутный, 10-минутный перерыв дает разгрузка, зрительная разгрузка. Вот это надо учесть, семейный тоже надо учесть вот этот процесс. Когда дети занимаются на следующий день на занятии, мы должны следить на их нагрузку. Сколько они сидят, как сидят, насколько сидят, яркость их рабочего стола. Это все надо учесть, что которые они приводят к осложнению. Поэтому сказать, чрезмерная нагрузка, зрительная нагрузка приводит к усталости внутриглазных мышц, что приводит к близорукости. Поэтому, уважаемые родители, каждый через час следить за детьми, они должны 5-10 минут отдыхать. Это не говорят, что переключаться от телевизора к телефону, от телефона к планшету. Это все исключить надо. Просто они должны отдыхать. Можно во двор выходить, пускай прогуляют на свежий воздух. Если нет, на рабочем столе сидящий, исключить все, выключить компьютер, все, опрокинуть голову назад и 10 минут отдыхать. Это все будет нормальный отдых для зрения будет. Вот так мы можем и предупредить развитие нашего ухудшения зрения. От скольки лет вообще нужно детям давать телефон или смотреть телевизор, компьютеры? Есть такой возраст? Хотя бы до годовалого возраста вообще нельзя давать детям в руки вот разных гаджетов. Да. Поэтому, когда уже до годовалого возраста вообще развитие глаза еще происходит развитие. Потому что когда ребенок рождается, глаза, как и некоторые органы, полностью не успеют развиваться. Поэтому строго соблюдать режим гигиены зрения. Вот, надо соблюдать. А вот вы, семейные врачи, предупреждаете, да, об этом родителей, Да, когда вам конечно. обращают? Когда к нам вот обращаются, да, мы их, конечно, предупреждаем, что вот до такого возраста нельзя, надо вот после, желательно 3 лет, потому что они уже будут самостоятельными, поэтому желательно после 3, чтобы таких этих не было, миопии. И предупреждаем, что должен быть график на телефоне, на компьютере, на гаджетах, нельзя много сидеть. Фиксирующий взгляд у новорожденного нету. Когда прямо смотрит, что оба глаза смотрел в одну точку. Такого взгляда у новорожденного нету. Глаза двигаются как бы на разные стороны. Поэтому в таких случаях, как доктор сказал, яркие, светящие предметы детям давать нельзя. Ребенок будет смотреть на того предмет, который яркий предмет, который висит перед глазом. Вот у него начинается патология. Вот что мы сами приводим к нарушению взгляда ребенка. У них быстро развивается косоглазие, другой патолог, третий патолог. Поэтому новорожденным до годовалого, до 2-летнего возраста яркие светящие предметы дать нельзя. У них на этот яркий предмет, именно, если сказать, на красный предмет, у них более четкие чувства взгляда. Поэтому в таких возрастах чуть-чуть мы должны быть внимательны к детям. Спасибо. Давайте поговорим о графике, о времени. Сколько вы рекомендуете? И от скольки лет, например, смотреть телевизор, работать на компьютере. Иногда можно и на телефоне, но, к сожалению, телефонов стало много, чем другие занятия. Вот, давайте расскажем нашим телезрителям, есть определенный график и время пользования такими вещами. Любая работа, любой физический труд или умственный труд, или всякий труд имеет свои ограничения, свои пределы. Если во всех трудах, если переусердствовать будем, усталость организма приводит к нарушению нашего общего самочувствия. Такие органы зрения, такие ограничения есть. Мы
как уже сказали, детским, чем младше возраст, лучше не давать яркие светящие предметы, к ним и относятся наши телефоны, и телевизоры, и компьютеры, и третьи предметы. Чем меньше мы будем баловать своих детей и внуков с этим телефоном, у них более здоровый глаз, более здоровый ребенок растет в нашем семье. Так, у нас начальный класс, средний класс есть и выпускники есть, Да, старшеклассники. старший класс. В начальных классах семейные врачи хорошо знают, у них ограниченный физический труд и умственный труд должен быть ограничен, не более до 2 часов. А средний возраст, это средний класс, это мы учитываем уже 5-8 класс, да? У них более определенный, удлиненный, продленный урок, так как у них больше обширных предметов и больше предметов, чем в начальных классах. А у взрослых может до 6 часов занятий выпускников можно вот так распределить часовой как бы нагрузку для учеников. К примеру, с моего детства по телевизору показывали мультик 15, все, выключали. Вот за целый день вот только 15 минут. А сейчас вот для детей сколько мы вот должны вот телевизор, смотри полчаса, потом выключаем или уже занимаем другими делами? Детям надо обратить внимание, что они ограниченное время занимались компьютером, планшетом, другим, и смотреть телевизор, и занять вот те определенное время, которое мы сказали, успели. Но в каждом доме, в каждом квартире, в каждом этой комнате есть телевизор. Если вы в моем комнате телевизор отключаете, пойдет в вашу комнату посмотреть телевизор. Если родители включают, пойдет в детскую комнату и там включают телевизор. Поэтому надо следить. Вот выключаешь, да, гаджет какой-нибудь, они пойдут, берут телефон. Если выключить телефон, они пойдут за телевизором сидят, на телевизоре. И так, поэтому строго-настрого надо родителей оповещать, что вот соблюдали вот этот режим и при первом же симптоме обращались вот к семейному, к своему участковому врачу. Потому что это чтобы такой, не было осложнений, да, дальше. это орган самый нужный в организме человека, Самый потому нужный, что через глаза мы все видим, все воспринимаем и даем ответы, и учимся чему-то. Все это зависит от глаз. Если вот глаза. с малых лет наших детей будут такие заболевания, и не дай бог еще и хронические, то я не знаю, до 30-35 лет, к сожалению, мы можем уже очень плохо потерять зрение даже. Может ли такое, да? Если под действием различных факторов приводит к нарушению зрения и не обращать к офтальмологу или заниматься самолечением, может привести к очень ранней инвалидизации человека, пациента, что это приводит к его нарушению жизни в обществе, Да. или самостоятельный образ жизни у них нарушается. Поэтому я бы обращаюсь к телезрителям при любом величайшем изменении зрения или чувствуете что-то вас беспокоит, обращайтесь к офтальмологу. Если у вас практически здоровый глаз, вам никто ничего не скажет. Просто скажет, что у вас практически здоровый глаз, работайте и живите. Хочу сказать, что вот каждый год они прошли профосмотр, и при первой же симптоматике нужно обратиться к своему вот лечащему врачу, к своему семейному врачу, так скажем. А потом семейный врач, если что... Если что, да, отправляют уже к офтальмологу. Профосмотры, обязательные профосмотры существуют. Во-первых, в годовалом возрасте обязательно они пройдут медосмотр, любой ребенок, да, потом в 3-4-летнем возрасте, потом в дошкольном возрасте они полностью должны проходить медосмотр, потом еще в средних школах обязательный медосмотр производится, да, когда уже врачи в самой школе перед университетом тоже, да, пройдут. Вот сейчас даже у взрослых каждый год все должны проходить медосмотр, профилактически, да. Поэтому вот все должны соблюдать вот этот регламент. У нас вот у семейных врачей есть план работы, в каком учреждении, там, с какого возраста, по какой возраста они должны пройти профосмотр по узким специалистам, там, они все это проходят. Проходят те, кто работает, те, кто работает в госслужбе. Или для работы нужно, да? А
те, кто не работает вообще нигде. Неорганизованные, да, да, вы вот. имеете в виду? Вот они редко к нам обращаются. Вот они тоже должны, хотя бы после 40 лет, должны посещать офтальмолога. Ну, многие иногда и к семейным врачам не обращаются. Вот они прям идут по домам и выявляют там и детей, и взрослых. Да. Выявляем, потом приглашаем их на прием к врачу, а потом дальше, исходя от того, что у них там выявляется, потом отправляем к офтальмологу, так скажем. Обращаясь к родителям, не надо давать телефоны детям, потому что приводит к снижению зрения, и психозу, зависимость появляется у детей, и симптом сухого глаза, и к близорукости. Вот. Еще всем я обращаюсь, что после 40 лет всем надо обязательно измерять внутриглазное давление с целью профилактики глаукомы. Вот. И нельзя читать, работать в темноте и при ярком свете, при контрастном освещении от экрана тоже нельзя работать. Обязательно надо соблюдать гигиену зрительного режима. Мы с органом зрения более 90% воспринимаем с органом чувства. Уважаемые телезрители, смотрите, какой прекрасный наш окружающий мир. Какой красивый, красота, различные разбросанные краски. Смотрите, радуйтесь и живите, пожалуйста. Спасибо. Прекрасная рекомендация. Я думаю, что у нас в Таджикистане природа достаточно и самая красивая. Это уже доказано во всем мире, потому что туристы приходят и дают очень высокую оценку. А давайте поговорим о близорукости и дальнозоркости. Близорукость – это когда больной вблизи хорошо видит, а вдаль плохо. А оно может быть передается по наследству или как приобретенный. Вот. Если с целью профилактики близорукости, обязательно надо обращаться к врачу. Врач посмотрит и проводит хорошую терапевтизацию и назначает очковую коррекцию. Вот. И обязательно надо подбирать нормальную, хорошую очковую коррекцию. Ну, какие причины приводят к развитию близорукости? Это зрительная нагрузка на близком расстоянии и несоблюдение зрительного режима, и работа в темноте или при несоблюдении освещенности может привести к развитию близорукости. Не только мы можем остановить, сохранить какой-то часть дальнозоркости и близорукости. Как мы уже сказали, научно-техническая революция, научно-техническое развитие. Раньше мы рекомендовали нашим пациентам очковую коррекцию или контактную коррекцию. Больше у нас возможностей для улучшения зрения или сохранения зрения, или улучшения видеть у нас не было другого выхода, ограничений было. Потом появились виды операций, как кератотомия, насечка на роговой оболочке, в последующем был сейчас за счет развития технологий есть лазерное лечение, которым мы можем полностью устранить близорукость, дальнозоркость. Ну, если очень высокая близорукость, дальнозоркость, можно на одном этапе не получится, на двух этапах, но средняя близорукость, дальнозоркость на одном этапе, на одном операции можем полностью восстановить зрение, мы можем дать 100% зрения нашим больным. А это рецидив не может дать или зависит от самого больного уже в дальнейшем? Лазерное лечение рецидив не даст. Но, как любая операция, и лазерная операция даст различные виды осложнений могут быть. Как в виде синдрома сухого глаза, светобоязнь. Ну, может быть, чуть-чуть потяжелее могут какое-то осложнение появиться. А так, рецидив близорукости не Ну, это временное явление, да? Это временное явление. Послеоперационное временное Послеоперационное время да, такое может. которые быстро могут и восстановиться, да? А вот скажите, пожалуйста, что такое астигматизм? Много это слово вот в мире заболеваний глаз пользуется. Оптическая среда имеет силу преломления. Вот это просто оптическая среда. Если стекло взять, проходящие лучи собираются в одном точке. Если в верхнем точке, нижнем точке, вот в 4 точках
лучше проходит, собирается в одну точку, это нормальная оптическая среда или иметропическое или близорукое гиперметрическое стекло, указывается от расстояния. Фокусное расстояние 1 метр, это 1 диоптрия будет. Что такое астигматизм? Это исключение, отрицание симметрии. Если у нас преломляющая сила оптического стекла в верхнем точке, нижнем точке -1, вот на горизонтальной точке другой, -5, -2 или +1, вот это получается разные преломляющие системы оптической среды. Вот разные преломления силы оптической системы, это называется астигматизм. А это редкое явление? Как чаще встречается астигматизм? Или еще есть сопутствующие, да, вот, например, миопия, дальняя зоркость, близорукость, астигматизм. Бывает такое? Да. Преломляющие силы оптической системы разной степени. Если оба миопические, минусовые, это будет миопический астигматизм. Если оба плюсовой, это будет гиперметропический астигматизм. Если смешанные, в каком-то меридиане минусовой, в другом меридиане плюсовой, это будет смешанный астигматизм. Это не от самого организма зависит, а от силы преломления оптической системы глаз, от точки преломления. При миопии параллельные лучи, световые лучи преломляются в оптических средах глаза и собираются до сетчатки. Это сильная рефракция, это миопическая. А при гиперметропии они преломляются в оптических средах глаза и фокусируются за сетчаткой. Поэтому при миопии они хорошо видят вблизи, а вдаль плохо, а при гиперметропии и вблизи, и вдаль они видят плохо. Ну, как лечится теперь астигматизм? Это Только параллельные вещи при или отдельный метод астигматизме- лечения существует у вас? Одинаковые. При миопии только очковые коррекции или контактные линзы. Есть контактные линзы дневные и ночные ортокертологические линзы. Они ночью одевают. Вот. На этих линзах они спят, и утром они без линзах, потому что при ношении ортокертологической линзы уплощается роговица и улучшается острота зрения. И очковые коррекции. В последние десятилетия имеется лазерное лечение, что можно оптические лазерные коррекции, которые устраняют и гиперметропию, и миопию, и астигматизм. Давайте поговорим о современных оборудованиях. У нас в центр микрохирургии глаза имени Фазлидина Шарифова все оборудование есть, начиная от скоскопической линейки, и набор очков, и авторефрактометрия, и оптическая когерентная томография. Это вот новый, мы уже 2-й год работаем на этом аппарате для диагностики сетчатки, для диагностики стекловидного тела. И то, что для диагностики миопии и гиперметропии, астигматизм, все оборудования в областной центр микрохирургии глаза имеется. А какие сложные операции существуют вообще для глаз? У нас в центре есть фак-эмульсификатор и микроскоп, новый высокотехнологический. Вот. У нас все виды операций удаления катаракты при помощи фак-эмульсификация, имплантация и мягких линз, и жестких линз. Вот, имеется. И еще имеется зеленый лазер при осложненной форме, при лечении пролиферативной диабетической ретинопатии, при отеках сетчатки. У нас есть зеленый лазер, еще лазер есть у нас в центре при удалении вторичной катаракты, при глаукоме лазерный эридотомия делается. И оптическая когерентная томография – это диагностический прибор высокотехнологический при диагностике сетчатки и стекловидного тела. Перейдем к женскому полу. После операции ей нельзя много рожать. Это правда или миф? Что вы можете сказать об этом? У больных с близорукостью есть риск при рождении осложнения близорукости. Это нигде не исключено. Поэтому мы говорим, если близорукость большая,
переработка. Мы ими, акушеркам, другим говорим, их подготовить надо к роду, чтобы они смогли вести во время рода все нормально. Если роды протекают нормально, если никаких осложнений, может не развиваться при родах у больных близорукости. В течение родов у много больных сердечные, почечные проблемы развиваются, Да. отек на ногах развивается. В таких случаях, если тем более близорукий больной, мы им рекомендуем лучше кесарево сечение, потому что у данных рожениц не только глаза слабые, общий организм слаб. Организм слаб. Поэтому лучше избегать от различных осложнений от органа зрения, чтобы отслойки сетчатки не было. Самое грозное осложнение при родах – это отслойки сетчатки, что может привести к слепоту глаза. Поэтому избегать таких осложнений, в таких случаях мы рекомендуем кесарево сечение. Но все-таки роды проходят по вашим рекомендациям совместно с гинекологом. У нас есть оптическая когерентная томография, ОКТ, мы делаем ОКТ-периферию. Если имеется все нормально, сетчатка нормально, если нет разрывов на периферии, вот, то мы родоразрешение через естественно-родовые пути. Если имеются там разрывы или дистрофические очаги на сетчатке, обязательно мы должны сначала делать после диагностики зеленый лазер, и можно потом решить о родах. Еще один вопрос нам телезрители задавали. Говорит, у меня давление у человека, гипертония, по-моему, это хроническое давление, и всегда один глаз, тоже говорят, что врачи всегда поднимается давление у этого глаза. Это совместимые вещи или давление глаз совсем другое заболевание, независимо от артериального или гипертонии? Развитие или повышение внутриглазового давления есть свои факторы. Один из этих факторов – гипертоническая болезнь. При общей гипертонии во всем кровеносном русле организма повышается давление, потому что кровоток увеличивается. Вместо одной капли крови в глаз поступает 1,5 капли или 2 капли крови. Это, соответственно, приводит к повышению внутриглазового давления. Так, это говорит о том, что это симметричное повышение давления. Чаще всего при гипертоническом давлении, когда артериальное давление повышается, больные просто предъявляют жалобы за туманом перед глазами, туман или головокружение. Это симптоматика, не глазная симптоматика, это симптоматика, общая артериальная симптоматика, когда снижается общее артериальное давление и улучшается самочувствие пациента, у них это явление проходит. Проходит, да? Но глазное давление – это само себе другой фактор, другой причина развития. А о сахарном диабете давайте поговорим, потому что говорят в последнее время, что он участился, и эта болезнь, к сожалению, молодеет. Так ли это? Больные с сахарным диабетом, вот к нам тоже поступает. Если к нам поступает сопутствующее заболевание сахарный диабет, обязательно мы тщательно обследуем, обязательно посмотрим там состояние хрусталика, состояние стекловидного тела, состояние сетчатки, нет ли катаракты, нет ли там в стекловидном теле там кровоизлияния или на сетчатке там пролиферативные изменения. Обязательно мы делаем осмотр глазного дна. У нас имеется связь с эндокринологическим центром. Больные с сахарным диабетом обязательно, если имеется изменения со стороны глазного дна, со стороны глаза, они направляют, мы здесь делаем тщательное обследование, посмотрим, нет ли там в стекловидном теле там, или в сетчатке изменения. Если мы вовремя выявляем, там имеется ретинопатия, отек на сетчатке, обязательно мы профилактически посмотрим, если имеется показания к лазеру, коагуляция зеленая, обязательно делаем зеленый лазер. Вот обязательно я должна подчеркнуть, после вот эта связь между эндокринологами и офтальмологами уменьшилось число с осложненными формами диабетами глазного дна. Это мы уже отмечали. Потому что мы вовремя все контролируем, смотрим и вовремя по показаниям делаем лазерокоагуляции. Клиника Карния, Босира и нашем центре
сейчас в последнее время для улучшения, уменьшения отека сетчатки и уменьшения быстрее рассасывания кровоизлияния, последствий сахарного диабета. И введение циклометрии антижирических препаратов, введено очень хорошие препараты, очень хорошая операция, после чего мы сами радуемся, что на следующий день больной приходит, его никто не тащит, он сам приходит, сам ходит, это очень отрадно. Вот самое главное только вовремя обращаться. У нас находится центр охраны зрения, полиоптические, ортоптические кабинеты у нас для лечения косоглазия, для лечения амблиопии глаза разных степеней. У нас существуют все аппараты, существуют и в рабочем состоянии. Поэтому я думаю, что в нашем городе или в нашей области недостаток насчет лечения детского возраста нету. Оборудование есть, и все врачи, да. Врачи есть, да, и все операции производятся у нас в детском отделении. И в конце передачи ваши рекомендации и советы всем телезрителям. Лучше профилактика, чем лечение. Поэтому, уважаемые телезрители, своевременное обращение к любому врачу, не только офтальмологу, любому врачу, это начало здоровья вашего тела. Поэтому я хочу сказать вам, при появлении любой симптоматики, любое нарушение организма, обращайтесь к врачу. Так, если говорят, если офтальмологические, что мы должны делать, чтобы не было ухудшения зрения? Как мы сказали, продержать те наши рекомендации, которые в течение часа, что мы сказали вам, уважаемые родители, продержать или соблюдать и наблюдать и режим нагрузки детей. И при любой патологии обращаться к нам. И самое главное, не заниматься самолечением. Если родители замечают у детей какие-то изменения, там, может быть, или косоглазие, или помутнение хрусталика, там серый такой белый цвет зрачка, или снижение зрения. Вот как мы вначале уже отмечали, если ребенок смотрит телевизор на близком расстоянии или читает слишком близко, обязательно они должны обращаться. Как мы уже отмечали, у нас в Центре микрохирургии глаза имени Фазлиддина Шарифова есть отдельный кабинет охраны зрения детей, который со всеми оборудованиями, которые лечат амблиопию, лечат косоглазие. Вот, обязательно они должны обращаться, если имеются какие-то изменения. А взрослым после 40 лет обязательно надо измерять внутриглазное давление с целью профилактики глаукомы. И обязательно, как мы уже сказали, сетчатка уже нуждается в приток кислорода, антиоксидантов, поэтому я обращаюсь, чтобы было хорошее питание с витаминами А, морковь, печень, яичный желток, и зелень побольше, и для сетчатки это нужно. Да, надо соблюдать личную гигиену у детей, чтобы занесения грязи не было в глазках у детей. Те, которые носят линзу, обязательно надо соблюдать гигиену и контролировать нагрузок с гаджетами, чтобы был контроль со стороны родителей. А я хочу добавить, например, строителям, рабочим, чтобы они соблюдали техники безопасности, чтобы они носили очки во время работы, там с болгарками не работает, потому что к нам часто обращаются с травмами глаза. Да. Да, чтобы они соблюдали техники безопасности работы, да, на строительстве. На сегодняшний момент болезни глаз, которыми чаще всего обращаются к специалистам, это различные заболевания роговицы, отслойка сетчатки, глаукома, катаракта, а также воспалительные заболевания глаз и различные нарушения зрения, близорукость, дальнозоркость,
астигматизм, как сегодня отметили наши специалисты. Эффективность любой терапии зависит от своевременности выявления заболевания, определения причин и выбора целесообразной в конкретном случае методики лечения. Это является одним из первых шагов и успешных для выздоровления. С вами было ток-шоу «Мой семейный доктор» и я, его ведущий Насим Абдулазода. Берегите себя и свое здоровье. Отдельная благодарность Центру формирования здорового образа жизни. И самое главное, сегодня наши врачи вам сказали, что независимо от всего, от возраста, всегда надо беречь свои глаза. До новых встреч, здоровья вам и долгой жизни.